нам, в столицу Золотой Орды, в Сарайшик. Сарайшик тогда был одним из крупнейших и главных городов своего времени. Его развалины сейчас находятся в западном Казахстане, на правом берегу реки Жайык, в 50 километрах от современного Атырау. Основателем этого города, Сарайшика, был сам Бату, да, сын Жоши, внук Чингисхана. И впоследствии, по праву политической преемственности, потомственный чингизид казахский хан Касым перенес сюда столицу своего казахского ханства. И это еще одно прямое свидетельство преемственности казахского ханства от Золотой Орды. Друзья, улус Жоши или Золотая Орда просуществовала 250 лет. На ее престоле сменилось множество ханов. Самые известные из них это Баты, Берке, Мингу-Тимир, Узбек-хан. Что было после распада Золотой Орды? Да, мне важно, чтобы вы вот видели эту линию. На ее месте, на месте Золотой Орды образовалось сразу несколько других государств, в том числе государство Абулхаира по имени его основателя. Абулхаир тоже был потомственным чингизидом, и вот он на обломках вот этого великого улуса смог создать централизованное государство, которым управлял на протяжении 40 лет. Представляете? И распалось ханство Абулхаира после того, как султаны чингизиды, собственно, Керей и Женибек, вместе с поддержавшими их племенами, откочевали от Абулхаира и основали свое независимое казахское ханство. Когда Абулхаир умер, в принципе, они за очень короткий период, без боя, без войны, вот Керей и Женибек очень спокойно распространили свою власть практически на всей территории государства Абулхаира. Стереотипом, искусственно созданным советской идеологией и принципом европоцентризма, являлось одним из самых прогрессивных государств своего времени. Об этом пишут все современники, послы Папы Римского, Плана Карпини, Гийом Рубрук. Пишут русские летописи, пишут арабские историки, такие как Рашид ад-Дин, и все они поражены порядком. Рашид ад-Дин пишет: одинокая девственница с мешком золота пересечет ее, и с ней ничего не случится. Представьте, такая девушка, мечта разбойника. Одинокая с мешком золота, к тому же. Идеальные дороги. На Руси дороги появились, почтовые станции, ямы. Существовали до 20 века. Золотая Орда – крупнейшая империя Средневековья. Она занимала территорию площадью более 6 миллионов квадратных километров. Границы Золотой Орды простирались от Оби на востоке до Дуная на западе, включая Крым, Причерноморье и Северный Кавказ. На юге до низовий Амурдарьи и Хорезма. На севере вплоть до таежных лесов Сибири. На карте современного мира это значительные территории Российской Федерации, Украины, Молдовы и Узбекистана, а также практически вся территория Казахстана. Это была великая держава.